Вы смотрите программу «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Верхневильском Улусе работает бригада Якутской офтальмологической клинической больницы. Уже проведено около 70 операций. Проведение сельхозпала в ЖКХ, ремонт социальных объектов. В Намском Улусе продолжается отчет госвласти. Какие еще вопросы беспокоят жителей? Автопробег Якутск-Нижняя Колыма доехал до Уснера. О встречах с населением и дальнейшей точке маршрута. Социальный фонд России рекомендует начинать подготовку до 5 лет до пенсионного возраста. В Якутии имеются свои правила из-за северного стажа. Поэтому к сбору документов надо приступать еще раньше. Если у вас есть 15 лет северного стажа, то в 2026 году на проверку ожидают документы мужчин от 63 до 65 годов рождения и женщин 68 до 70 годов рождения. Северян, кто отработал 20-25 лет, мужчин 68 70 годов рождения и женщин 73-75 годов рождения. У многодетных мам, инвалидов, врачей и педагогов тоже есть свои нюансы. Для уточнения можно обратиться в соцфонд по месту жительства. С 1 марта 2026 года справки об инвалидности и степени утраты трудоспособности будут выдаваться в новом формате. Документы формируются в государственной цифровой системе и подписываются электронной подписью. При необходимости их можно будет получить на бумажном носителе. Ранее выданные справки остаются действительными. С этой же даты вводится возможность проведения экстерриториальной медико-социальной экспертизы без доступа к персональным данным. С 2025 года сведения из индивидуальной программы реабилитации и абилитации направляются в органы исполнительной власти в проактивном порядке. В программе реабилитации инвалида КПРА разрабатывается оптимальный маршрут реабилитации. В этом маршруте указано именно мероприятия по реабилитации. Это медицинская реабилитация, социальная реабилитация, профессиональная реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия, социокультурная реабилитация. И то есть этим всем исполнителям также у нас отправляется эта информация. И уже когда гражданин проходит очередное освидетельствование, органы исполнительной власти к нам обратно предоставляют эти сведения об исполнении данных мероприятий, которые были рекомендованы в программе реабилитации. На этой неделе в Верхневильском Улусе работает бригада Якутской офтальмологической клинической больницы. Все аппараты и оборудование они привозят с собой. Приехали 2 хирурга и 2 медсестры. За 3 дня сделано около 70 операций. Количество операций за один день достигает до 30. Если нет осложнений, то восстановление идет очень быстро. Врачи отметили, что подготовка к их приезду была отличная. Окулист подготовила пациентов заранее, не было ни одной отмены операции. Самой старшей у нас была пациентка 87 лет. Она работница ЦРБ здешней, местной. Вот. Все операции прошли успешно. Люди довольны. На завтрашний день уже видят 100%, если нет никакой патологии другой, да, кроме катаракты. Ну, в целом наша работа вот так. Завтра будет выписка и едем дальше в Вилюйске. В Намском Улусе продолжается ежегодный отчет органов госвласти. Работа организована в составе 3 рабочих групп. Жители обратили внимание на самые разные и актуальные темы. Затронули острые вопросы. Много вопросов прозвучало по линии сельского хозяйства и материальной поддержки граждан по действующим госпрограммам, проведение сельхозпала в ЖКХ, о строительстве, капитальном ремонте соцобъектов. Поступили и вопросы по ремонту дорог, здравоохранению, культуре и отсутствии стабильной связи. Одним из важных вопросов стало строительство дамб и шлюзов. Я поставил вопрос насчет паводка 2024 года, который прошел по Намскому Улусу, и тут насчет выделения помощи именно на строительство и приобретение жилья пострадавшими. Насчет этого вопроса сейчас после отчета меня попросили остаться, чтобы решить этот вопрос. Ну, как бы решить или обсудить этот вопрос. 23 февраля стартовал автопробег Якутск-Нижняя Колыма. Цель – увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников СВО. Узнаем, что сообщает о путешественниках из Уснера. Уснерские школьники встретились с участниками автопробега Якутск-Нижняя Колыма.
В составе команды ветераны специальной военной операции и инструкторы якутского филиала Центра «Воин», которые провели для старшеклассников урок мужества, верен отчизне и народу и мастер-класс по управлению беспилотным летательным аппаратом и тактической медицине. Понятное дело, что-то я знал из этого, так как не первый год состою в юной армии. Спасибо большое именно, как это правильно назвать, учителю вот именно саперного дела, который показал мне, преподаватель саперного дела, который показал мне мастер-класс. Вот это было достаточно полезно. Организационные вопросы проведения муниципального этапа военно-патриотической игры «Зорница» обсудили на совещании с участием начальника управления образования района. Экспертами на этом этапе будут ветераны боевых действий. Встретились очень хорошо, оказывается, здесь в гимназии, встретились с учениками, с педколлективом. И мне очень понравилось, вот эта юная армия начинает работать активно. И на встрече у главы нашего района тоже были. И мне обрадовало то, что с 6, по-моему, наслегов, да, главами работает двух наслегах уже ветераны СУВО. Это очень отрадно. Василий Огородников родился и вырос в Уснере, работает в Магадан-Энерго. В июне 23-го ушел по контракту, недавно демобилизован. У меня на жизнь другое мировоззрение уже, совсем другое появилось как бы. Что сейчас для вас самое важное? Самое важное, чтобы был мир на земле, вот это самое важное, чтобы люди не гибли, чтобы все жили в мире, в согласии, чтобы не было войны, естественно. Вот так. И чтобы люди понимали друг друга, чтобы у нас была сплоченность. Если мы сплочены здесь, в тылу, то, естественно, мы там тоже будет. Надо отсюда все начать, самое главное, с тыла. Чтобы люди были как сплочены, а где сплоченность, там и победа. Следующая точка маршрута – село Хану Мумского района. Пусть будет нетрудным путь. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Хангалахском улусе открылся Центр юноармейской подготовки, уже 11-й по счету Дом юнармии в Якутии. Он базируется в Покровской средней школе номер 2. Теперь здесь будут проходить занятия по начальной военной подготовке, уроки мужества, а педагоги и наставники смогут обмениваться опытом. Все подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Первый дом юнармии появился в Якутске в 2022 году, а сегодня таких центров в республике уже больше 10. На торжественное открытие 11-го штаба в Покровск прибыл руководитель регионального отделения движения «Юнармия» Александр Кузьмин. В 2026 году Всероссийскому движению «Юнармия» исполняется 10 лет. 10 лет со дня основания, год юбилейный. К открытию Центра юноармейской подготовки в Покровской школе номер 2 шли давно. Здесь выстроена мощная база патриотического воспитания, а местный юноармейский отряд «Берген» по праву считается одним из лучших в районе и в республике. Статус Дома юнармии дает новые полномочия. Теперь школа станет координационным центром и будет курировать юноармейские отряды всего Хангаласского улуса. Отряды района будут сотрудничать тесно, где под эгидой нашего дома юнармии Хангаласского района дети будут выступать на различных республиканских и региональных состязаниях. Специально для Дома юнармии выделили отдельный кабинет. Ремонт и техническое оснащение школа взяла на себя. За счет собственных средств закупили новую мебель и оформили информационные стенды. Это пространство станет главной площадкой для проведения занятий с юноармейцами со всего района, а также методическим центром для их наставников. Здесь мы планируем действительно собирать руководителей отрядов, проводить различные совещания, семинары, направленные на методическую помощь, практическую помощь в развитии, дальнейшей реализации планов. Поэтому это так и называется Центр подготовки юноармейцев. Ученик 11 класса Максим Горчаков в юнармии еще с 4 класса, а сегодня он уже командир отряда. Главная опора юноши – его отец Денис Горчаков. Он во всем поддерживает сына и личным примером воспитывает в нем патриота. То есть это все с семьи идет. Если в семье занимаются патриотизмом, патриотическое воспитание, ты любишь свою родину, то ты, я считаю, вправе считать себя патриотом.
В ближайших планах у районного дома юнармии участие в грантовых конкурсах по линии движения первых. Средства нужны для укрепления материально-технической базы, закупки учебных макетов автоматов и пистолетов для сборки и разборки, оружейных сейфов, тренировочных беспилотников и оборудования для военно-тактической игры «Лазертаг». Кроме того, руководство школы рассматривает перспективу создания в Покровске военизированной полосы препятствий под открытым небом, где можно будет проводить полноценные военно-полевые сборы для отрядов. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В Амге прошла выставка народных умельцев в рамках 16-й республиканской выставки «Якутия. Мастеровая». В настоящее время народным промыслом и прикладным искусством в Амге занимаются порядка 500 человек. Из них 12 носят звание народного мастера и мастера народного художественного промысла 15 человек. Умельцы не только хранят традиции и культуру своего народа, но и продолжают их совершенствовать. Это отражено в шитье национальных костюмов, в кузнечном деле, в ремесле и других художественных промыслах. Впервые я участвую в конкурсе кукольного искусства из полимерной глины. Впервые я в январе только научилась, и вот первую работу вот сегодня на выставке я принесла. А сегодня с нашего наследия есть работы наших мастеров. Более 80 выпускников школ республики разных лет собрались в Якутске, чтобы просоревноваться в стрельбе из традиционного лука. Турнир прошел в ДЮСШ номер 5. В нем приняли участие спортсмены, окончившие школы с 1956 по 2000 годы. Всего 17 выпускников. Цель мероприятия – показать, что спорт не знает возрастных границ. Среди участников были как опытные лучники, так и любители. По итогам двухдневных соревнований абсолютным чемпионом стал Егор Баранов из села Амга. Республиканское сообщество выпускников школ 1985 года было создано в 2019 году, и под флагом сообщества собралось более 4000 выпускников. Стрельба из лука в Республике Саха-Якутия очень сильно стала развиваться. Как вы видите, вот в данных соревнованиях очень много пришли выпускники разных времен, и количество участников у нас получается довольно много участников. Данные соревнования, они очень полезны. В свое время я выступала за сборную Республики Саха-Якутия. 3 года была сборной Российской Федерации по стрельбе из лука, но в юниорском составе. На этом все. До встречи в эфире.